Ассаламу алейкум. Всех приветствую. С вами Башкурт Арчери. Я сегодня покажу вам, как делаются заготовки. Вернее, я их уже сделал. И объясню, чем они отличаются. Для начала покажу, сколько вышло опилок. То есть, вот почти вот такая вот доска. И вышло вот столько стрел. Вот столько отхода. То есть это уже вот такие вот кривые, косые. Они уже не подходят. И вот со второй доски получилось вот такие вот. И хочу сказать, что они не все получаются такие прямые. Вот посмотрите, если видно, то есть маленький изгиб. Не всегда получается сделать ровный, так как есть структура, то есть волокна деревьев. Здесь вот два типа дерева. Первый покажу, вот это клен. Клен сам по себе, он высох. То есть, когда я его сушить положил, все равно его корежит. То есть, получается, когда высыхает, изгибается. А вот это вот липа. Липа высохла довольно-таки так хорошо. Поэтому она получается ровнее. Клен сам по себе очень капризный. И структура вот этих волокон, обратите внимание, структура волокон, когда она высыхает, ее то в одну сторону тянет, то в другую сторону. Поэтому клен надо сушить не в досках, а цельным деревом. Может, через 2 года его только надо распиливать, чтобы потом получить вот такие вот ровные, скажем, заготовочки. Также для наглядности покажу, как высыхает клен. Клен, когда высыхает, он трескается. Если его положить на солнце, он начинает вот таким образом трескаться. И поэтому его желательно сушить в тени, не под солнцем, в проветриваемом месте, где нету сырости практически. То есть тогда она будет нормально сушиться. Тут даже по волокнам даже видно. И потом будет стрела ломаться при попадании, если волокно, то есть распил получился не по волокну. Вот в данном случае даже вот это дерево, как оно высушилось, получился вот с изгибом. Из такого уже стрелу делать очень сложно. Если она маленько сыровата, то еще есть шансы выпрямить. А если нет, то они уходят вот таким вот макаром. И стрела, естественно, будет кривая. И вряд ли она попадет в цель. Надеюсь, кто-то, может, что-то не знал по дереву. Это маленький такой вот опыт. Делюсь своим опытом. Вот хочу сказать, что на этом мое видео завершено. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Чем смог, тем и поделился.